Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. 9 мая для нашей страны совершенно особенный и торжественный праздник. Это день памяти и скорби о павших героях и одновременно день, когда мы каждый раз заново ощущаем гордость и радость победы. Как прошел торжественный митинг, посвященный великому празднику, расскажет Марина Баринова. Снова весна и снова День Победы. Под звуки песен военных лет на городскую площадь собрались жители и гости Канаша. Все, кто не остался в стороне от великого подвига советского народа, от гнетущей боли, не затихающей с годами. В их взглядах читалась неподдельная скорбь по тем, кого коснулась своим черным крылом Великая Отечественная война. День Победы для канашцев начался с посещения городского кладбища и возложения цветов к братским могилам. 10 часов по московскому времени ознаменовал торжественное открытие митинга. И первыми строем прошли потомки героев, чьи отцы, деды и прадеды воевали и гибли за мир и счастье на земле, увековечивая их имена в памяти живущих. Только уже ему заканчивать служить в армии, началась война. Вот, в общем, 3 года он был в армии и 4 года служил. В общей сложности 7 с лишним лет пробыл он там на фронте. Служил в Смоленске, на продпункте. Там познакомился с мамой. Она работала, кормила этих участников. Там заезжали военные, а он продукты возил. Меняются поколения, поменялось устройство нашего государства, но подвиг солдат Великой Отечественной войны бессмертен. Слава павшим за правое дело и низкий поклон живущим среди нас ветеранам войны и тыла. Я вам всем пожелаю мирного неба, чтобы оружие не пригодилось, никогда не было войны в нашей стране. Здоровья всем, удачи, благополучия, успехов. Я уверен, что мы с вами вместе поднимем наш Канаш еще выше и краше сделаем. Сегодня от имени главы Чувашской республики Игнатьева Михаила Васильевича и от имени Кабинета министров Чувашской республики и от себя лично горячо и сердечно, от всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы. Желаю, чтобы у всех было прекрасное настроение, крепкое здоровье, активность, а молодежи желаю целеустремленности, развития, чтобы мы подтверждали, доказывали, чтобы новое поколение, молодое поколение не слабее, не подводит наших дедов и прадедов. Торжественным маршем прошли колонны подразделений юноармейцев учебных заведений города Канаша. Вот они, будущие защитники Отечества. Обратился ко всем со словами поздравления ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Калинкин. 1418 дней добавим, и ночей грохотала она. И еще хочется привести наш знаменитый поэт в землянке под артиллерийскую канонаду в записную книжку записал карандашом: смертный бой идет кровавый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. Минутой молчания почтили канашцы погибших советских солдат в той страшной войне. Как будто бы в молчании кричали: «Мы бесконечно благодарны вам за подвиг, за самоотверженность и бесстрашие». Широкой колонной выстроились коллективы учреждений и организаций жителей города для почетного возложения венков и цветов к вечному огню и монументу славы. И первыми шли ветераны. В завершение каждый, кто был на празднике, смог испробовать настоящую фронтовую кашу с тушенкой и дымком и боевые 100 грамм. Завершился Великий День Победы праздничным фейерверком. Марина Баринова, Евгений Назаров, город Канаш, Центральная площадь. 33 года подряд воины, участвовавшие в ликвидации локальных военных конфликтов, проводят митинг памяти. В сквере афганцев собрались те, кто воевал, и те, кто будет стоять на страже нашей Родины.
Боевые действия в Афганистане, контртеррористические операции на Кавказе, чеченские войны оставили глубокий след на сердцах участников, отцов и матерей, жен и детей погибших ребят. И сегодня их память свято чтят, помнят и скорбят. Обращаясь к собравшимся, Владислав Сафронов отметил, подвиг советских и российских воинов, выразил радость за подрастающее поколение, дабы в их руках мир и согласие, спокойствие страны. Мы не должны забывать историю нашу. Мы должны воспитывать подрастающее поколение. И, естественно, радует то, что у нас поколение растет отличное. И я думаю, что вот вместе, если мы соберемся, наш город, наш край чувашский, наша страна будет лучше. Поздравляю всех с праздниками этим. Несмотря на погодные условия, вы здесь, вы переживаете, вы помните. И за это вам огромное спасибо. Военный комиссар города ежедневно имеет честь общаться с молодежью. Будущие солдаты и призывники все до единого с удовольствием вступают на службу в вооруженные ряды российской армии. Призываем молодежь. Дружите классами, дружите школами, уважайте друг друга. Ваше уважение и уважение, любовь, дружба – это мир во всем мире в завтрашнем дне. Пусть лучше пасмурный будет день, но мирный. Каждый выступающий вспоминал своих боевых товарищей, погибших воинов, благодарил ветеранов Великой Отечественной войны за их подвиг, пожелал им крепкого здоровья и мирного неба. В ходе митинга были вручены награды обучающимся, достигшим 14-летнего возраста, паспорта гражданина Российской Федерации. В завершении возложение цветов. Олеся Григорьева, Евгений Назаров. Вести недели. Согласно федеральному закону, с 1 июля 2017 года все кассовые аппараты должны передавать электронные копии чеков в налоговую инспекцию в режиме реального времени. Онлайн-кассы. Тема сюжета Марины Бариновой. Понятие «онлайн» присоединилось к кассовым аппаратам, так как они все должны иметь подключение к интернету и передавать по специальным защищенным каналам информацию о продажах сразу в нескольких направлениях. Согласно 54-му федеральному закону, все налогоплательщики практически с 1 июля 2017 года обязаны применять контрольно-кассовую технику нового образца, за исключением тех налогоплательщиков, которые используют единый налогообмененный доход, а также патентную систему налогообложения. Для таких категорий налогоплательщиков обязательно применение контрольно-кассовой техники наступает с 1 июля 2018 года. Отметим, что касса внешне почти не изменилась, и ее изначальная функция – печать бумажных чеков – сохранена. Изменился только внешний вид и их содержание, где больше информации о продавце и о самой покупке, а это наименование товаров и услуг, их количество и стоимость, форма налогообложения продавца, специальный код и ссылка для проверки подлинности чека. С внедрением онлайн-касс нам стало намного удобнее вести учет. У нас несколько магазинов, и благодаря новым кассовым аппаратам мы можем, находясь в офисе, отслеживать выручку по каждому магазину. Какой вид товара пользуется большим спросом, какой остаток товара в наших магазинах. Также благодаря этим кассовым аппаратам нам легче следить за дисциплиной сотрудников магазина. При помощи специального приложения можно увидеть, какой кассовый аппарат включен раньше, какой позже, и кто из кассиров обслуживает больше покупателей. Мы очень довольны этим новым кассовым аппаратом. Подведя итоги, еще раз напомним, чтобы работать по-новому предпринимателю необходимо приобрести онлайн-кассу, поставить ее на учет в Федеральную налоговую службу, заключить договор с оператором фискальных данных, настроить все перечисленное оборудование и программное обеспечение, и можно смело приступать к работе. Марина Баринова, Евгений Назаров. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.